САФИМ расшифровывается как строительный отряд физиков и математиков. Он был создан в 1971 году из студентов физико-математического факультета Якутского госуниверситета. Ветераны бойцы студенческого строительного отряда САФИМ 72-74 в составе 23 человек на торжественную линейку построен. Комиссар отряда Чехордун. Рапорт принят. Первый год работы отряда пришелся на Верхневилюйское село Дюльлюкю, где они помогали строить контору местного совхоза, коровник и склад. На следующий год их отправили в село Усть-Тата Татинского улуса. Там стройотрядовцы возводили первый в республике двухэтажный коровник. И последний год своей летней строительной деятельности они провели в хангаласском селе Синск. Тогда мы так строили 4-квартирный дом для животноводов. И самое главное, это большая стройка была за речкой Синск, овощехранилище, вот стоит. Спустя полвека бойцы отряда САФИМ решили проехаться по местам своей трудовой деятельности и организовали юбилейные туры. В 2022 году они отправились в автопутешествие по маршруту Якутск-Вилюйск-Нюрба-Сунтар. В прошлом году побывали в Чурапчинском и Татинском улусах, а нынче приехали в Хангаласский улус. Конечно, главным пунктом посещения стало село Синск, где стройотрядовцы провели встречу с населением. Сделали нам экскурсию по поселку, мы посмотрели места, где стояли наши объекты, и мы встретились в клубе с общественностью Наслега. С населением провели такую дружескую встречу. Естественно, мы поставили концерт. Потом мы поехали на Синские столбы на 4 лодках. Это было незабываемо, это было прекрасно. У нас на эту тему еще скоро появится альбом. Сейчас участники отряда САФИМ отдыхают на базе Булгуняхтах после впечатляющей поездки в Синск. Затем они планируют посетить заречные достопримечательности Улуса – Булус, Турукхая и другие. Ветераны отмечают, что с годами возникает потребность в подобных совместных вылазках, когда ценится не только результат труда, но и дружба, коллектив и общее дело. Виолетта Засимова, Хангаласский улус.